Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Министерство финансов предлагает увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд. Повышение затронет фиксированные взносы, которые предприниматели платят за себя. Законопроект коснется, помимо прочего, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также лиц, занимающихся частной практикой. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Авторы инициативы сообщают, что рост ставок коснется 4,5 миллионов предпринимателей и позволит обеспечить в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования поступления в размере 974 миллиардов рублей. Финансовое ведомство при этом хочет установить тарифы сразу на 4 года. Так, взносы на пенсионное страхование в 2021 году вырастут на 11% и составят 36,5 тысяч рублей. В 2022 году 40 400 рублей. В последующие 2 года сумма взносов составит 43 тысячи и 45 тысяч рублей, 45 900 рублей соответственно. Рубль можно активнее использовать для расчетов между странами БРИКС. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров с членами делового совета БРИКС и руководством нового банка развития. В рамках своего выступления российский лидер предложил увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах, сказал президент. Российский лидер также отметил, что мера нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России полностью отвечает инвесторам российских заемщиков. В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России. Министерство труда и социальной защиты обнародовало проект постановления правительства, который предполагает вовлечение частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Субъектам России предлагается принять участие в пилотном проекте модели финансирования системы долговременного ухода за пожилыми за счет средств медицинского страхования, сообщили в Минтруде. Причем одно из обязательных условий для попадания в отборный конкурс – присутствие лицензированной частной клиники в системе обязательного медицинского страхования. Указывается, что размер норматива ежемесячной стоимости дневного стационара, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составит 20 454 рубля. Отмечается, что в России сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, 3,5 миллиона пожилых, нуждающихся в постоянном присмотре на дому или же в спецучреждении. Ростелеком обнулил стоимость звонков с таксофонов на мобильные номера всех российских сотовых операторов. Новация действует с ноября, сообщили в компании. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов в стране. Речь идет о красных таксофонах с логотипом Россвязи. В России сейчас работает 148 тысяч таких устройств. Около 80% из них расположены в поселках, селах, деревнях, станциях и аулах с населением менее 500 человек. Как отмечают в Ростелекоме, несмотря на развитие мобильной связи, таксофоны продолжают оставаться востребованными. Причем выполняют в первую очередь социальную функцию. Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах они до сих пор единственное средство связи. Значительная часть трафика с таксофонов – это звонки в экстренные оперативные службы, скорую помощь, полицию, противопожарную службу. Серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году. Конкурс на разработку этого самолета с вместимостью 9 пассажиров выиграла компания «Байкал Инжиниринг», которая входит в состав Уральского завода гражданской авиации. Согласно заключенному контракту, первый опытный образец будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году.
Необходимость создания такого самолета, по мнению Минпромторга, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным ведомства, в 15 регионах авиация – это главная составляющая транспортная система, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.